Якутский международный кинофестиваль. Открой. Открой мне новую картину мира, где в каждом кадре продолжение дня, в котором я встречаю на мгновение тот мир, где снова рядом ты и я. Я слышу гулкий ход чужих историй и вспоминаю завещание отца, в котором между строк мне открывалась любовь и сила, жизнь и глубина. И, может, я на час себя забуду здесь, в темном зале, обретая дар в простом течении черно-белых эпизодов увидеть главное, узнать заветный кадр. Пятый Якутский международный кинофестиваль. Любовь и сила, жизнь и глубина. И, может, я на час себя забуду здесь, в темном зале, обретая дар в простом течении черно-белых эпизодов увидеть главное, узнать заветный кадр. Пятый Якутский международный кинофестиваль. Раз. Слышно меня? Добрый день, наконец-то мы все собрались. Сегодня, 6 сентября, стартует 5-й Якутский международный кинофестиваль. И в этом году у нас замечательная программа и потрясающие гости, члены жюри, участники программ. И я хотела бы представить участников сегодняшней пресс-конференции. Владислав Валерьевич Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития, руководитель организационной группы Якутского международного кинофестиваля.
Алексей Медведев, программный директор Якутского международного кинофестиваля, кинокритик, председатель жюри основного конкурса, колумбийский кинорежиссер, лауреат международных кинофестивалей, номинант премии «Оскар» Сира Герра. Очень долгий путь у него был сюда. Председатель жюри конкурса документального кино Антон Катин. Это швейцарский режиссер, лауреат международных кинофестивалей. И у нас на первом ряду находятся члены жюри основного конкурса. Это Джульетта Сишел, чешский продюсер, теоретик, историк кино, журналист. Сергей Лобан, российский кинорежиссер. Тамара Абутова, актриса театра и кино. Эмили Май, французский антрополог, наш большой друг, специализируется на якутской культуре, продюсер кино. И еще один член жюри у нас, но я не вижу Тамару Осипову, режиссера документального кино. Но я думаю, что мы начинаем. Я предоставляю слово Владиславу Валерьевичу Левочкину. Пожалуйста. Прежде всего, разрешите от имени Министерства культуры и духовного развития поприветствовать всех гостей, участников кинофестиваля. Мы очень благодарим всех наших гостей республики, которые приехали в первый раз и уже не в первый раз. Уже за 5 лет, когда проводится этот кинофестиваль, сложился свой круг друзей, единомышленников, соорганизаторов нашего кинофестиваля, которые работают на разных уровнях. Вот в федеральных структурах есть у нас коллеги также, которые нам помогают из стран зарубежья. И, конечно, вот ваше участие, оно обеспечивает высокий уровень проведения нашего мероприятия, максимальную пользу. Прежде всего, наш кинофестиваль, в отличие от многих других кинофестивалей, может быть, в нашей стране, имеет практическую направленность. Он прежде всего направлен на то, чтобы развивать движение якутского кино, развитие якутского кино, нашего национального кинематографа. Мы ставим перед собой именно такую задачу, и, может быть, у нас нет звезд мирового кинематографа, но у нас есть очень большой отклик от наших местных кинематографистов, которые получают пользу от этого кинофестиваля. И в последнее время у нас появилась практика проведения мастер-классов, встреч, таких деловых встреч во время кинофестиваля. Поэтому деловая программа в этом году тоже будет очень насыщенной. Мы проводим несколько мастер-классов на площадке, знаете, креативный кластер пространство, которое недавно открылся на улице Лермонтова, это здание бывшей Новоапостольской церкви. И вот в этом помещении, в этом пространстве с этими людьми, которые там работают, мы будем проводить, организовывать мастер-классы и очень многого от них ждем. И, конечно, как организатору мне хотелось бы поблагодарить команду кинофестиваля, организационную нашу группу. Очередной раз сплоченно мы поработали и надеемся, что кинофестиваль будет тепло встречен нашим зрителям. А все, кто к нам приезжают, они всегда отмечают, что якутский зритель, он удивительный, уникальный, у него очень высокий вкус. В прошлом году мы проводили впервые конкурс по программе документального кино, и вот все отмечали, что удивительным образом все показы проходили при полных залах. Мы надеемся, что в этом году мы повторяем тоже практику конкурсной программы по документальному кино. Об этом позже будет сказано более подробно. И думаем, что наш зритель тепло откликнется и с большим интересом отнесется к программе кинофестиваля. Сегодня наш первый день, сегодня нам предстоит торжественное открытие. Желаю удачи нашему кинофестивалю. Любите кино, ходите в кино, зовите всех с собой вместе в кино. Спасибо. Слово программному директору Якутского международного кинофестиваля Алексею Медведеву.
Здравствуйте. Ну, я постараюсь быть кратким, потому что, собственно говоря, я уже все сказал выбором тех фильмов, которые мы будем смотреть в эти дни, и приглашением тех людей, которые, мне кажется, ну, одними из самых интересных людей в мире кино, таких как Сережа, таких как Сира, таких как Джульетта, Антон. Вот. Всем им огромное спасибо за то, что они приехали. Все-таки это не всегда просто. Вот. Что касается программы, смотрите, у нас 5-й юбилейный фестиваль. Мы как бы боремся с реальностью. Мы стараемся в тех условиях, которые у нас есть, с тем бюджетом, который у нас есть, сделать как бы при этом настоящий международный кинофестиваль. Он небольшой, это 5 дней, это небольшая программа, 8 фильмов в игровом конкурсе, 9 фильмов в документальном конкурсе. Но тем не менее, мы постарались сделать эту программу целостной и отражающей те темы, которые нас интересуют, и которые, я думаю, интересуют вас, и интересуют Якутию. А темы эти про национальное, местное и всемирное, про то, как народ и народы ищут себя и находят свою идентичность и в каких-то своих корнях, и в том глобальном мире, в котором все мы находимся. И что касается внеконкурсной программы, то в этом году мы также постарались установить рекорд. Ну, для нас рекорд – это скромный рекорд, но тем не менее 60 фильмов вы сможете посмотреть за эти 5 дней. У нас будет программа финского кино, которая откроется с шедевра Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды». У нас будет программа детского кино, сеансы, которые будут начинаться в 10 часов утра. Для детей это будет немецкое кино, которое представляет Гёте-институт. У нас будет российская анимация и очень-очень много чего еще. Будут мастер-классы, кстати, и наши члены жюри любезно согласились поделиться своим опытом. И вот это как раз и есть то, о чем говорил Владислав Валерьевич. Мы поддерживаем якутское кино не только тем, что показываем его. Ну, вы знаете, наверное, что у нас 2 фильма в конкурсе игровом и 1 в документальном. Но и тем, что мы даем ему возможность ощутить себя в международном контексте, чтобы получить реакцию со стороны, чтобы обсудить свои впечатления с ведущими кинематографистами мира, а может быть, чем черт не шутит, и договориться о каком-то совместном проекте. Вот всего этого я желаю нашим кинематографистам якутским, а зрителям я желаю, естественно, приятных просмотров. Пожалуйста, всем рассказывайте, пусть приходит как можно больше людей. Это огромный подарок от города, то, что билеты бесплатные, вход свободный. Вот, и такие возможности редко предоставляются, мне кажется, надо ими пользоваться. И рассылайте по WhatsApp программу. Вот. Угу. Все, спасибо. Если будут еще вопросы, то отвечу. В прошлом году в конкурсной программе у нас был представлен фильм «Объятия змея», картина Сира Гера, который занял призовое место у нас, получил приз «Лучшая режиссерская работа» в основном конкурсе. И мы так долго... В прошлом году, кстати, на церемонии закрытия мы пообещали, что Сира Гера приедет. И в этом году вот он у нас, и он возглавляет жюри основного конкурса. Я хочу слово предоставить Сира Гера. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en Yakutia por primera vez. Ну что ж, хочу всех поприветствовать. Всем добрый день. Для меня большая честь, большая радость быть здесь, в Якутии, в первый раз.
Gracias al festival, a todo el equipo, a Irina y a Alexei por la invitación. И хотел бы поблагодарить, конечно, всю команду фестиваля, а в частности Ирину, Алексея за приглашение. Creo que vengo el lugar de donde vengo es realmente al otro lado del mundo. Hay 14 horas de diferencia entre nosotros. И, конечно же, для меня это абсолютно удивительный опыт, потому что это буквально для меня вот противоположная сторона земного шара. И сюда лететь для меня 14 часов. Вот так. Es muy poco lo que conozco de Yakutia y de su gente, pero creo que es un lugar muy interesante y estoy empezando a descubrirlo con mucho interés. И, конечно, для меня Якутия — это нечто совершенно новое и неизведанное, но я с нетерпением, с большим интересом жду возможности познакомиться, и вот начал уже сегодня знакомиться с вашим городом. Estoy muy contento de estar acá y espero que sean unos días de cine muy interesantes para todos ustedes y para nosotros también. Для меня большое действительно удовольствие быть здесь, и я надеюсь, что мы все с вами получим большое удовольствие и с интересом проведем предстоящие дни фестиваля. Спасибо. Я хочу предоставить слово режиссеру Антуану Катин. Можно, как мы разговаривали до, можно называть Антон, да? Это не считается ошибкой. Швейцарский режиссер, который много работал в России, в настоящее время снимает фильм тоже в Санкт-Петербурге. И тоже я благодарю так же, как всех гостей. Большое спасибо, что вы приехали. Вам слово. Спасибо вам огромное. Я даже не знаю, кому нужно благодарить, Алексею или Ирине. Я Алексея только знал. Я знаю, что с тех пор, как Алексей делает фестиваль в Петербурге, не знаю, делаешь еще или нет, Да, по-моему, фестиваль стал намного лучше, и тоже залы были полные, и я слышал от вас, что здесь то же самое. Это меня радует больше всего, потому что, мне кажется, фестиваль, ну, для меня, по крайней мере, фестиваль успешный, если все места заняты, люди сидят на лестницах, что, например, на Западе достаточно сложно, потому что в Амстердаме, например, людей не пускают, там какие-то меры безопасности и так далее. А вот когда все вот так. Так что я очень жду, не дождусь. Я даже не очень понимаю, что такое быть председателем. Я первый раз в жизни, так что... И очень надеюсь, что я смогу и посмотреть тоже кусок вот этого уголка мира, который я тоже первый раз вижу. Не совсем из антиподов приехал, как мой коллега. Но, в общем-то, спасибо огромное и приветствую всех. Спасибо. Наверное, мы перейдем к вопросам, да? Здесь находятся наши журналисты из Якутии. И, пожалуйста, микрофон в центре, задавайте вопросы. Членам жюри также можно задать вопросы. Нет, там нажать, наверное, нужно. Меня зовут Анна Пшенникова, газета «Анна Плюс». Вопрос вот какой. Будет что-то принципиально новое в подходе жюри к выбору фильма «Фаворита»? Или все останется традиционным? Кто ответит? Что-нибудь необычное, это как да. можно жребий бросить, да? Что значит традиционное и что значит необычное, я тоже хотел уточнить. Что-то новое в подходе к выбору фильма «Фаворита». Ну, предположим, когда-то были в моде азиатские фильмы, может быть, сейчас уклон в европейское кино будет, или что-то еще, я не знаю. Ну, просто в прошлый раз это их не было здесь. Они поэтому не могут как-то оценивать как... Давайте я помогу немножко. Вот дело в том, что я
попробую переформулировать ваш вопрос, потому что, ответить они пока не могут. Они только что прилетели, некоторые с другого конца мира, они только что встретились друг с другом, они еще не знают, у них могут оказаться диаметрально противоположные взгляды на кино, и вывести какой-то ответ на ваш вопрос пока невозможно. Но спросить наших председателей о том, чего они ждут от кино, какие критерии у них, какие фильмы им нравятся, это мы можем. Давайте так и поступим. И, кстати, может быть, вопрос тогда к вам переадресовать. Что было нового в выборе программы? Хорошо. Да, это потом уже давайте. Может быть, я добавил бы, по работе жюри. У нас, вы помните, что в прошлом году впервые в обеих программах конкурсных победили наши якутские фильмы. Для нас это было большое достижение, и впервые это было в истории нашего кинофестиваля. До этого у нас только один раз якутский фильм был признан победителем в одной из программ. Поэтому, конечно, самое главное в работе жюри — это беспристрастность, то есть принципиальность, беспристрастность в оценке. Мы будем этого же тоже ждать и надеемся, что наши фильмы, именно фильмы наших местных авторов получат высокую оценку. Конечно, мы этого бы хотели, но это не всегда бывает, к сожалению, или, может быть, к счастью, показывает, что качество наших фильмов и работ, которые мы представляем на конкурсах, растет. Все будет зависеть от размера алмаза. То есть для меня определение документальный, игровой как-то немножко устаревший. Я буду искать в программе фильмы, которые меня больше всего потрясают в эмоциональном плане, это самый первый для меня. Потом я смотрю, какие средства автор выбрал, как он себе выражает и так далее. Единственное, я видел, что очень много фильмов уже что-то получили на разных фестивалях, и я понимаю, уже это проходил, что это может играть небольшую роль, когда ты думаешь, фильм уже где-то что-то получить, может дать другому фильму какой-то шанс, может быть, но это так очень абстрактно и пока не что могу сказать. We'll say a couple of words about your expectations and your criteria, maybe. Yo vengo principalmente como espectador, como amante del cine. Конечно, в первую очередь я здесь буду посещать показы как зритель, как любитель кино. Trato de no tener expectativas previas sobre las películas, permito para estar abierto ante ellas y dejar que ellas se revelen y me sorprendan. И, конечно, буду стараться сохранять этот объективный подход, стараться быть открытым ко всему, что могут предложить мне авторы этих фильмов. No he tenido la oportunidad de ver películas de Yakutia antes, entonces estoy anticipando con entusiasmo esa oportunidad. И, конечно, я с энтузиазмом жду показов якутских фильмов, потому что я ни разу еще не видел ни одного якутского фильма. También sé que voy a ver películas de lugares que nunca he visto películas, entonces eso para mí es emocionante. И, конечно, вообще, как и для любого человека, наверное, для меня самые интересные будут фильмы из тех мест, где я ни разу не был, о которых я мало знаю. No tengo un criterio preconcebido sobre el cine sobre lo que deberíamos premiar. Конечно, нет у меня никаких, сейчас не могу сказать никаких предположений или чего-то, кто окажется победителем в итоге. Estoy abierto a que sean las películas mismas las que inviten ese diálogo. И, конечно, я думаю, что это может быть абсолютно любой фильм, который может быть интересен каждому из нас. Спасибо. Теперь, наверное, я отвечу кратко на ваш вопрос об том, как отбиралась программа и было ли что-то новое. Повторюсь, хотелось сохранить то, что было в якутском фестивале, как бы интересного и самобытного. Это
якутские картины, это особое внимание к фильмам, может быть, тюрко-монгольской этнической семьи. То есть у нас есть и картины из Казахстана, и из Киргизстана, и внимание к кинематографу коренных народов. У нас есть фильм «Кровь Саами», посвященный этой теме. Вот. Но это все как бы подспудные линии, да, течения, которые не обязательно как бы, да, ими руководствоваться. Самое главное это вот то ощущение человека, который с одной стороны должен держаться за свои корни для того, чтобы его не унесло с этой земли, а с другой стороны это тот глобальный мир, в котором все мы живем, когда когда мы можем пригласить режиссера из Колумбии в Якутию, и он будет смотреть якутское кино. Это пример глобального мира, что говорит о том, что глобально это не всегда плохо, но это все равно противоречие, которое хотелось в этих фильмах, в этой программе отразить. Вот. Так я, наверное, ответил бы на ваш вопрос. Вопрос вот как раз по программе. Ну, во-первых, хотела бы поблагодарить, очень большое спасибо. Очень тонкая, очень глубокая и серьезная такая программа сложилась из фильма. Алексей Анатольевич, вот фильм «Сеть» Ким Ки-дука. Многие киноманы, как только прочитали это в программе, и воскликнули, как он приедет к нам. Ну, естественно, вот если бы бюджет нам позволял нашему фестивалю, это реально было бы, если бы Ким Ки-дук приехал к нам со своим фильмом. И вообще, он как в курсе? Кидук в курсе, я с ним переписываюсь уже не первый год. Вот. На фестивале на острове Сахалин, который мы только что проводили, у нас был в гостях даже его продюсер Ким Мун Со. Вот. Но сам господин Ким Ки-дук к нам пока еще не пожаловал. Но я с ним знаком. Я его, кстати, видел и познакомился с ним в Чехии на фестивале в Карловых Варах. Но он, имейте в виду, он очень такой закрытый человек. Его личность выражается полностью в фильмах, но в разговорах и в приличном общении, во всяком случае, при таком поверхностном общении. То есть с ним трудно будет, если он приедет к нам. Но мы попробуем, конечно, будем приглашать его год за годом. Вообще иногда, когда речь идет об известных людях, и не просто известных, интересных людях, которых хочется позвать, очень часто работа над приглашением того или иного человека может занимать 2, 3, 4 года. И только тогда человек находит в своем графике дырку. Вот так, предположим, мы для Вернера Херцога 5 лет просто буквально пасли для того, чтобы привести его на фестиваль в Петербурге. Но сюда мы его тоже, кстати, пригласим, ему будет интересно. Жанна Леонтьева, я детский журналист. У меня вопрос к Сиро Герра. Как часто в Колумбии снимают детские фильмы? И детские фильмы поддерживаются ли государством? Имеется ли государственная поддержка? Se hacen muy pocas películas para niños en Colombia. Ну, на самом деле, достаточно мало снимается фильмов для детей в Колумбии. El mercado del cine para niños en Colombia está muy monopolizado por los productos del mercado multinacional. И, конечно, рынок в Колумбии детских фильмов, он такой полностью запружен, наверное, как и везде, международными проектами. Sobre todo las películas de Disney. Ну, то есть все то, что вы видите здесь, это Disney, Pixar и так далее. И с ними, конечно, соревноваться трудно. Sin embargo, este año se lanza la primera película de animación dirigida por una mujer. Ну в этом году выходит первый фильм женщины-режиссера. Que es una película para niños que se llama El cuaderno de Lila. Cuaderno de Lila.
И это именно детский фильм, называется «Тетрадь Лилы». Y es un primer avance y esperamos que pronto que el cine para niños se siga desarrollando. Вот, и это наша первая ласточка. Мы надеемся, что и дальше кино у нас будет детское развиваться. Ahí donde más se producen películas para niños en América Latina es en Brasil, Argentina y México. Конечно, в других странах производится чуть больше детских фильмов. Это в Бразилии, в Аргентине, в Мексике. Pero es bastante difícil para estas películas que competir en el mercado con las grandes películas de las multinacionales. Но, тем не менее, даже внутри латиноамериканского, вот южноамериканского рынка им сложно соревноваться с транснациональными проектами. Pero se siguen haciendo y esperamos que se sigan haciendo más. Но мы надеемся, что ситуация поменяется скоро. А государственная поддержка вообще есть кинематографа в Колумбии? No hay apoyo específico para películas de niños en Colombia. Ну, именно специальной поддержки для детского кино нету, целенаправленной. Pero si un cineasta quiere hacer una película para niños, puede aplicar a los apoyos que da el Estado para todo tipo de cine. Но просто если ты снимаешь фильм для детей, то ты можешь воспользоваться всеми инструментами государственной поддержки, которые есть. Но вот отдельно, чтобы для детского кино, нет такого. El Estado apoya, en Colombia el Estado apoya alrededor de 10 películas anualmente. El Estado apoya 10 películas anualmente. 10 películas. Но, конечно, каждый год есть определенная вот часть государственной поддержки для вообще в целом для местных фильмов. Y se apoyan películas de todo tipo, tanto películas de contenido más artístico como películas de género, de comedia también puede ser de niños. Вот, то есть там поддерживаются все жанры практически. Это там и арт-хаус, это и коммерческие проекты. Там же могут быть и детские фильмы, почему нет? Спасибо. Еще вопросы? Всем добрый день. Два вопроса есть. Вот коллега спросила о том, какие критерии будут использованы при оценке фильмов, а у меня вопрос о критериях отбора фильмов. Наверное, вопрос к вам, Алексей Анатольевич. Что касается и документальной программы, что касается игровой программы. А второй вопрос к вам, Владислав Валерьевич. Вот любопытно узнать о судьбе фильма «Созвездие Марии». Вот, как бы обещали премьеру в прошлом году, теперь в этом году. Люди волнуются. Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу критерий для отбора. Не в первый раз уже отвечаю, и каждый раз чего-нибудь выдумываю. И все это, не то чтобы неправда, но это как бы какие-то формулировки для внешнего употребления. Конечно, как критерий один, я ищу фильм, который на меня производит впечатление, который для меня что-то значит и который позволяет мне что-то как-то понять, да, и что-то движет в моей душе. Да. При этом это вовсе не значит, что, то есть понятно, что есть какие-то внешние критерии, да, внешние критерии это какая-то тема, которую мы условно задали. Но понимаете, я не бегаю по фестивалям и не ищу. А вот какой бы еще найти фильм про национальную идентичность там, или фильм там тюркского народа. Нет такой специальной задачи. Просто смотрю кино, а потом, если опыт, если ты открыт к какому-то новому опыту, то фильмы начинают складываться в пазлы, в какие-то почти случайные образования, а потом смотришь, они не случайные. И смотришь, один фильм отражается в другом, и как-то их что-то объединяет. Это интуитивная работа, и более точного ответа тут нельзя дать. То есть можно, и я всегда его даю, но вам я хочу честно ответить. Так, по поводу «Созвездия Марии», да, да, действительно было обещано, да, но в настоящий момент возникли сложности по части финансирования со стороны спонсорского участия.
республика свои обязательства по производству фильма выполнила, но там еще должно было быть спонсорское участие. И, как я понимаю, сейчас съемочный процесс закончился, и на стадии уже постпродакшена возникли трудности. Но мы все-таки ждем. Любой, конечно, фильм — это кинопроцесс, и могут возникать непредвиденные обстоятельства, превращаться в долгострой, тем более сейчас сложные экономические условия, вы знаете, да? Поэтому надеемся, что эта ситуация разрешится, все-таки мы увидим этот фильм, тем более, что большая часть уже сделана. Тамара, кстати, член нашего жюри, сыграла роль в этом фильме. Он теперь называется не «Созвездие Марии», а «Первые». Да. Еще какие-то вопросы? Конечно. Вот, слушайте, это очень хороший вопрос, потому что я могу похвастаться. Мы впервые в этом году объявили набор на международных фестивальных платформах, и к нам могут подавать заявку люди со всего мира. Вот. И так получилось, что с игровой программой я определился более или менее заранее, но Ирина мне все время писала и спрашивала, когда будет документальная программа. И вот за 3 дня я, по-моему, посмотрел 84 фильма для того, чтобы эту программу закончить и закрыть. Вот. То есть это был нон-стоп с кофе такой. В какой-то момент даже я смотрел на 2 мониторах параллельно, чтобы успеть. То есть понятно, что я там, как сказать, те фильмы, которые мне не нравились, я мог откладывать, да, но хотелось выполнить просто обязательства по отношению к людям, которые подали заявки. И, кстати, я удивился, то есть я вообще обычно никогда этим инструментом не пользуюсь, то есть вот прием заявок, так называемый самотек, то, что мы отборщики называем. Но в данном случае реально пришло несколько очень классных фильмов. И вот фильм Элеонор Лер, французской режиссерши, который у нас Даниэль Гамлет в документальном конкурсе, и российский фильм «Камчатские отцы» про священников, которые служат в труднодоступных районах Камчатки. И еще замечательный, по-моему, шведский фильм «Тарфала», среднеметражный. Вот это все открытие тех самых 3 дней, когда я вставлял себе спички в глаза. Но вообще в целом я смотрю не так много кино. Я езжу на несколько фестивалей, да, и в общем там смотрю, наверное, несколько десятков фильмов. В целом я не запойный киноман, но мне кажется, я знаю, где искать. Вот. И мне часто везет, мне так кажется. Спасибо за вопрос. Хотел тоже задавать вопрос. Есть такое правило на фестивале «Больше и больше», ужасное, которое я называю «право на брачную ночь» или что-то такое. То есть где будет показана картина впервые. Уже показали где-то, значит, до свидания. Как вот человек, который занимается профессионально отбором фильма, вот с этим действует, когда он служит несколько, скажем, королей, или, не знаю, или фестивалей и так далее. Потому что получается, что нужно вот какие-то фильмы вот для этого фестиваля, какие-то для этого, да? Как вот это с этим? Я это правило уважаю, то есть как бы стремление, чтобы было больше премьер, как бы, но не признаю. Вот. То есть, я считаю, что в первую очередь фестивали существуют для аудитории, и тот факт, что, предположим, фильм Ким Ки-дук уже был показан на одном сеансе в Москве, на Московском кинофестивале, на одном, и там 200 человек его посмотрело, вообще никак
не влияет на то, как его будут принимать здесь и на факт этого события. Нет уже как бы этого пространства, где, ну, как бы всех этих фестивальных иерархий. Точнее, фестивальные иерархии есть, но они есть для Канн, для Берлина, Венеции, ну, может быть, для 5 главных фестивалей на свете. Но мы с ними не соперничаем, не потому что мы хуже или слабее, хотя, конечно, бюджет у нас поменьше, это понятно, а потому что мы работаем для вас, для того, чтобы вам это кино, именно вам, именно здесь, именно это кино показать, чтобы произошло событие уникальной встречи и, так сказать, конечно, премьерность на это никак не влияет. Но при этом, конечно, я не отказываю себе в удовольствии говорить о том, что вот у нас тоже есть там мировые премьеры. Вот, допустим, фильм вот этот Даниэль и Гамлет, французский, да, это почти такая служебная, документальная работа, которую режиссер снимала про то, как ставят, как известный французский театральный режиссер ставит Гамлета в Китае, во внутренней Монголии, с местными актерами, не говоря на их языке. И это просто процесс, вот заснят процесс этой постановки. И это получилось настолько как бы замечательная универсальная история про понимание и непонимание культур. При этом этот фильм, он как бы, его отборщики, наверное, может быть, даже и не увидели. Ну, как бы он снимался, наверное, его показывали на театральном фестивале в Авиньоне, просто как пример как бы театральной работы. Но нам повезло, и как бы мы этот фильм нашли, и оказалось, что это... Вот, пожалуйста, вам как бы это международная премьера. Ну, важно это или не важно? Ну, приятно, конечно, да, что вот случилась такая история. Еще один вопрос, наверное, и мы будем заканчивать. Вот перед вами сидит номинант на премию «Оскар», да? Вот, на минуточку. Так что думаю, что интерес есть, да. Ира, может быть, ты ответишь про 5-летний юбилей? Ну, с каждым годом мы стараемся расти, сделать лучше программу. И у нас, конечно, есть, вот, допустим, в прошлом году фильм «Мой убийца» Марьяны Скрыбыкиной получил гран-при на нашем кинофестивале. После этого у них была фестивальная жизнь у этого фильма, в том числе даже и попал в лонг-лист «Золотого глобуса», да? И фильм «24 снега», который, он не был у нас премьерным, премьера прошла на Московском международном кинофестивале, но тем не менее этот фильм уникальный, самобытный, который также продолжен, он до сих пор, по-моему, ездит по фестивалям. И вот в этом году в программе у нас фильм «Костер на ветру», который состоялся, премьера мировая состоялась в Пусане, на Пусанском кинофестивале. То есть даже по фильмам, программам, участникам, гостям, те, которые приезжают, да, и многие, на самом деле, да, у нас очень много желающих приехать, но просто мы не всех можем привести, у нас нет таких и финансовых возможностей, и каких-то, в общем, ресурсов, да, а так желающих много. И в этом году, кстати, много людей приехали, которые приехали за собственные средства. Это, допустим, вот режиссер, продюсер из Латвии Элви Тарука, которая с удовольствием сама приехала. Мы, конечно, организационно предоставляем там жилье и какие-то такие. Ну, просто всех для того, чтобы кинофестиваль был большим, громким, нужны, соответственно, очень много факторов, которые влияют, да, это и не только финансы, и в целом даже городская там инфраструктура, вообще в целом вообще регион. И кинофестиваль — это
очень большие возможности для региона, вообще для города Якутска, да, чтобы не только как положительный имидж, но в целом это, ну, фестивали вообще проводятся не для чего нужно, для, ну, в первую очередь для зрителей, для кинематографистов. И Якутский международный кинофестиваль, он, ну, судя даже, вот, как я сказала, по программам, да, он развивается, растет. И вот если по еще прошлым вспоминать, то вот фильм Салбона Лыкденова, да, «Булак», которым на первом кинофестивале получил приз, бурятский фильм, он тоже продолжил фестивальную жизнь. Я, насколько я знаю, он в Санкт-Петербурге показывался, там тоже что-то завоевал, и его приглашали куда-то в Европу. Ну, в общем, ну мы так отслеживаем, но уже как-то так. Спасибо еще. Вот, я добавлю о том, что действительно вот кинофестиваль для нас это часть кинопроцесса, который происходит в нашей республике, и это отмечают все наши гости, наши соорганизаторы. Вы знаете, что в прошлом году, в год кино в Российской Федерации, здесь в Якутске состоялся форум регионального кино. Он проходил как раз в рамках кинофестиваля и был вот составной частью. И вот кинофестиваль мы рассматриваем как инструмент повышения конкурентоспособности, да, может быть, вот наших авторов, наших кинопроизводителей, которые могут, ну, пусть в рамках нашего кинофестиваля, да, конкурировать с номинантами на «Оскар», да, могут занимать сейчас призовые места. И, конечно, мы требуем, чтобы, и говорим всегда об этом, что мы хотели бы видеть такие картины, которые можно направлять на конкурсы, можно направлять на фестивали, которые всегда будут пропагандировать само якутское кино и нашу республику за ее пределами, в том числе благодаря этому кинофестивалю. Сейчас, вы знаете, у нас есть одно тоже из достижений прошлого года, состоится большой кинопоказ в рамках Пусанского кинофестиваля, именно отдельный показ якутского кино. Были отобраны фильмы, именно как, ну, вот программа одного из регионов, естественно, вот наш регион единственный, да, как бы регион страны, который представляет свою отдельную кинопрограмму в рамках кинофестиваля категория А. Это, конечно, большое достижение. Вот мы в октябре к этому готовим, и это тоже стало возможно вот благодаря нашему кинофестивалю. Спасибо. Еще вот о гостях я хотела бы сказать, что здесь в зале находится корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Ирина Александр, которая приехала специально на наш кинофестиваль, и человек, который интересуется якутским кинематографом. Но это, наверное, вот и какие у нас гости замечательные, потрясающие. Поэтому я думаю, что это показатель того, что кинофестиваль развивается, растет, и он интересен. Спасибо. Все, да? Или Алексей еще несколько слов? Нет, я думаю, что надо просто всех поблагодарить. И еще раз я просто хотел напомнить, что обязательно всем рассказывайте, пишите, что в театре имени Аюнского можно с утра до поздней ночи смотреть хорошее кино. Спасибо. Открой мне новую картину мира, где в каждом кадре продолжение дня, в котором я встречаю на мгновение тот мир, где снова рядом ты и я. Я слышу гулкий ход чужих историй и вспоминаю завещание отца, в котором между строк мне открывалась любовь и сила, жизнь и глубина. И может я на час себя забуду здесь, в темном зале, обретая дар в простом течении черно-белых эпизодов увидеть главное, узнать заветное.